Качественно и досрочно. Программу «Максимум» ставят перед собой дорожники Коми, которые уже ремонтируют сыктывкарские артерии. Завершить все работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется до конца сентября. Но дорожники обещают сдать все объекты раньше. Не повлияет ли спешка на качество дорожного покрытия, знает Павел Королев. Сыктывкар – Сысоевское шоссе – одна из самых загруженных транспортных артерий столицы, качество которой в последние годы оставляло желать лучшего. Здешнее твердое покрытие из шоссе-то едва ли можно было назвать. Но все же случилось. Уже снят старый асфальт, идет укладка выравнивающего слоя. Начали закладывать бордюрный камень. Дорогу, к слову, не стали перекрывать. Проезд возможен, хоть и немного затруднен. Причем не только для автомобилистов. Самый масштабный участок, на который потратят свыше 82 миллионов рублей, чуть более 1 километра улицы Индустриальной. В округе много промышленных предприятий, а потому здесь также много и больших грузов. Они до бездействия ответственных лиц, возможно, и довели улицу до капитального ремонта. По характеристикам 1224 метра, глубина новой, скажем так, пирогов, слоев будет порядка 67 сантиметров. Соответственно, будут и 2 слоя асфальтобетона. Нижний и верхний. Верхний, как повторюсь, 7 сантиметров. Ну, стоимость контракта в настоящий момент составляет чуть больше 82 миллионов рублей. Из-за чего можно сказать, что вот он по сумме он самый крупный, по протяженности не может быть, но не самый большой. Интересно, что в прошлом году мэрия бросила все силы на ремонт Малой Объездной. В этом больше всего денег потратят на улицу Индустриальную. К слову, еще один дорогостоящий ремонт, но уже не в рамках национального проекта, намечается на улице Первой Промышленной. Сыктывкарская управа признает, дорога будет восстановлена благодаря главе республики. Благодаря личному участию главы республики Владимира Викторовича Лойба и правительства республики Коми, эта дорога будет отремонтирована в рамках инвестиционного бюджетного кредита, который Республика Коми получен для содействия в реализации крупнейшего инвестиционного проекта, который будет реализован в Човском узлу и будет связан со строительством фанерного завода. Всего же в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 14 улиц и дорог, приведут в порядок около 13 километров. В мэрии обещают, в следующем году они отремонтируют в 2 раза больше. Павел Королев, Анна Зубарева, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.